Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на оракуле «Сила животных» на замечательную тему «Оба молчим. Что будет дальше?». То есть мы примерно посмотрим, как будут дальше развиваться одной картой, да, ваши отношения. То есть это такое краткое гадание, как будут дальше развиваться ваши отношения. Вот одной картой будем смотреть. У нас с вами будет, как обычно, 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Как вы знаете, у меня 3 канала: Школа Таро Альвиен, Life и Гадание, заговор, ритуалы Карина. Подписывайтесь на все, либо на один канал в Яндекс.Дзен Школа Таро Альвиен. Итак, мы выкладываем с вами 4 карты, оба молчим, что будет дальше, куда пойдут отношения. По одной карте у нас такое краткое гадание, да? Мы должны сделать обзор и понять, есть ли тут на что надеяться. Так, 4 позиции, давайте их украсим нашими замечательными камушками. Первая позиция будет цитрин, вот такой вот интересный камень. Вторая позиция будет красная яшма. Третья позиция будет камень адуляр, ну, кусочек адуляра, да. И четвертая позиция у нас будет снежный обсидиан, тоже такой хороший камушек. Выбирайте тот камушек, который вам по душе или по номеру. Первая, вторая, третья, четвертая. Также мне от вас совет, да, мой от вас, как всегда от вас, мой вам совет. Никогда не выбирайте одинаковый номер позиции. Не гонитесь за этим. Даже если вы одинаковый камень выбираете, это полезнее, чем выбирать одинаковый номер позиции. И надеюсь, что все выбрали. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону, да. Оба молчим, у вас ситуация, оба молчите. Что будет дальше в ваших отношениях, как они вообще куда пойдут, что будет ли развиваться или вообще ничего. Итак, наш цитринчик кладу сюда. И смотрим нашу карту первой позиции. Так, ну здесь мы видим такую вот обезьяну. И карта показывает саму по себе ловкость обезьян. Есть много способов сделать что-то, и будьте избирательны и гибки. Обезьяна, она появляется в вашей жизни, чтобы принести вам легкость, веселье и игру. И не относитесь к жизни по этой карте слишком серьезно. Вот так же серьезно не относитесь и к вашим отношениям с загадным человеком. Они могут у вас продолжиться и очень даже, и несмотря на то, что вы молчите, но при этом это не будут серьезные отношения. И как только вы начнете этого человека хоть чем-то грузить, то, конечно же, он будет снова молчать, да, и снова как-то вас игнорировать. На самом деле есть много способов себя выразить в этих отношениях, и вам нужно просто освободиться от жестких шаблонов и моделей поведения. То есть есть такие своеобразные клише. Женщина должна, мужчина должен, да? А вот попробуйте без этого строить ваши отношения. Тогда появится оригинальность в этих отношениях, уникальность и какая-то легкость, да? И есть много способов поддерживать хорошие отношения. Просто нужно иметь творческий подход. То есть вот гибкость этой обезьяны доказывает это. Вам нужно быть более гибким человеком. Есть некая беззаботность в будущем. Поэтому я не исключаю, что если вдруг вы хотите только серьезных отношений, только продолжения в виде, там, не знаю, совместной жизни, свадьбы, и мужчина должен, или вдруг, если вы мужчина гадаете на женщину, женщина должна, тогда я не исключаю здесь, что отношения могут вообще не продолжиться, потому что обезьяна, она играет, обезьяна, она скачет по ветвям. И также точно человек, которого вы здесь загадали, он не привязывается к чему бы то ни было, он скорее гибкий, ловкий, скачет по ветвям, но увиливает от серьезности
отношений. Обезьяна всегда просит жить настоящим, и вам нужно жить настоящим в этих отношениях. У вас есть возможность действовать, у вас есть возможность выражать себя, испытывать новые вещи, да, какие-то в этих отношениях. И вы должны с легкостью относиться к человеку, вносить игру и юмор. И тогда, конечно, все продолжится, все будет отлично, я бы сказала, что вместе вы можете быть вполне... К вам пришла обезьяна, то есть она доказывает, что если вы будете играть, если вам будет весело, если будет вот юмор, какая-то шутка, да, там заигрывать будете друг с другом, флиртовать, да, вы будете вместе. Человеку этого и хотелось на самом деле. А вот переходить в какую-то другую стадию ему пока не хотелось бы. Но он может перейти, если ему понравится, ну, быть с вами, да. Если ему понравится ваша вот эта легкость, беззаботность, радостность какая-то. А вот тяжелых людей, к сожалению, этот человек не любит. Вот такая позиция номер 1. Все просто и легко, да, здесь. И в то же время невероятно сложно. Позиция номер 2. Вы оба молчите. Куда теперь пойдут ваши отношения, что будет дальше. Красная яшма, выбрали этот камень. Ну, давайте теперь посмотрим. Кто у нас тут? Собачка. Ну, собачка — это вот уже совершенно другая история, да, чем первая позиция с обезьянкой. Собачка уже обладает совершенно другими, я бы сказала, качествами. Ну, например, вы знаете, что она обладает верностью, честностью, да. И также это карта защиты. То есть она говорит, что вы в полной безопасности, защищены, и причем защищены абсолютно везде и полностью, да. Хорошая, конечно, карта, она говорит уже о более таких перспективных отношениях, о том, что действительно можно продолжать на самом деле, можно, что это реально, что люди здесь уже более так могут быть по-серьезному вместе на самом деле в скором времени. И люди могут быть верны друг другу. Также человек может за вами ходить, как собака за хозяином вот ходит, да, привязанная. Вот также человек может за вами привязаться и ходить. Вот. Карта говорит о том, что вы в какой-то чудесной безопасности находитесь. То есть, получается, ну, может быть, высшие силы даже берегут эти отношения. Вы любимы. Карта это совершенно точно говорит. И человек будет постоянно рядом с вами. Он ваш любящий спутник. Он будет охранять свет вашей души. Он будет давать вам свою какую-то силу, да, на все времена. И все, что лежит на вашем жизненном пути, вы будете преодолевать вместе. По сути, иногда эта карта показывает объяснение в любви в скором времени. Бывает, что мы себя чувствуем брошенными, нелюбимыми, забытыми, как, возможно, вы себя чувствуете сейчас, раз вы оба молчите. Но на самом деле есть некие травмы, да, в обоих персонажах здесь, что у вас, что в вашем партнере или партнерше. И это нужно просто преодолеть. То есть не нужно быть таким строгим к себе человеком. На самом деле вас любят. На самом деле еще можно много светлого найти между вами. И нужно просто сейчас подождать, скорее всего, да, когда этот человек снова появится в вашей жизни. И он уже спешит на вашу сторону, чтобы как-то вас поддержать, да, обострить чувства друг друга, усилить притяжение друг к другу. И, конечно, духовная часть этих отношений будет только усиливаться в скором времени. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. Здесь все хорошо. Идем к позиции номер 3. Наш адуляр. Третья позиция. Итак, вы оба молчите. Куда пойдут ваши отношения? Продолжатся ли они? Давайте посмотрим. Ух ты! Вышла карта волка. Ну, вы знаете, да, что волк, он бывает волк-одиночка, а бывает волк в паре, который в паре на всю свою оставшуюся жизнь, да? То есть волки, они делятся на две категории, можно так сказать. Ну, по каким-то нашим понятиям, да, общепринятым. По сути, карта гласит, что нужно следовать зову своей души, принять свое духовное наследие, и пришло время взять свою жизнь под контроль. И, конечно, волк здесь может означать довольно-таки большую серьезность в отношениях между вами с человеком, которого вы здесь загадали. И человек буквально будет следовать зову
своей души в скором времени. То есть пробуждается духовное наследие, есть через эти отношения некая инициация, она неизбежна. И есть некий враг внутри, который должен быть побежден что вами, что человеком, которого вы здесь загадали. То есть, да, есть внутри противоречия против этих отношений, да, вот какие-то аргументы. Но их можно победить, и вы оба скоро их победите. И на самом деле по карте настало время вашему человеку, которого вы здесь загадали, если вдруг это мужчина, проявить свои лидерские качества и направлять эти качества на вас, на ваши отношения. Если вы загадали здесь женщину, пора по отношению к ней проявить свои лидерские качества. Это будет очень важно. То есть волк, он же ведет, да, свою волчиху. И вот кто из вас, значит, смотря волк, смотря кто волчиха, да, но волк должен вести свою волчиху. И получается, что пришло время улучшить эти отношения и понять, что вот есть руководящее звено, да, мужчина в этих отношениях, есть женщина, которая следует за ним по пятам. Вот так должно быть, поэтому в новых отношениях ваших, да, которые будут совершенно в ином формате, вот будет вот эта фаза, что мужчина главный, женщина за ним. Мужчина голова, женщина шея, да. Поэтому здесь душа обоих из вас зовет к тому, чтобы продолжать отношения, но именно вот в таком качестве, да, что женщина следует за своим мужчиной, несмотря ни на что. Они оба волки, мужчина здесь главный волк, и он предводитель стаи. И вот это новый формат, новый образ этих отношений. Он совсем иной, он совсем другой. И вам обоим, я думаю, понравится этот формат. Извиняюсь за храп Демида. Вот. Он, видимо, услышал о своих предках-волках и решил захрапеть, да. И, скорее всего, тут может быть и свадьба, и быть до конца вместе можно. Но главное, чтобы ваш человек не превратился в одинокого волка или в одинокую волчицу, да. Поэтому здесь просто отдайтесь зову природы. Здесь нужно следовать своим инстинктам и смотреть в лицо своей собственной тени, чтобы эти отношения все-таки продолжались. Если вы чувствуете, что это ваше, оно никуда от вас явно не уйдет. Ну, вот такая позиция номер 3. А мы идем к позиции номер 4. Наш снежный обсидиан, 4-я позиция. Вы оба молчите, что дальше? Давайте смотреть. Паук. Паук. Ну, паук, вы знаете же, такая карта, да? Тут может кто-то вмешиваться в ваши отношения уже или в скором времени. То есть не исключены соперники, соперницы здесь. Я, конечно, очень сильно извиняюсь. Я не говорю, что ваши отношения будут разрушены, но кто-то вмешивается, скорее всего. Однако карта показывает и творческую силу паука. То есть нужно взяться за нить своей жизни, освободиться от старых запутанностей. И, по сути, новая творческая свобода заявляет о себе. Поэтому могу так сказать, что, может быть, плетется новый сценарий этих отношений, новая какая-то история этих отношений. Не факт, что это не произойдет, да. По сути, ну, карта говорит, нужно взять нить своей жизни в руки и научиться ее прясть. Также, если вы хотите, чтобы человек был в вашей жизни, да, чтобы он был задействован в сценарии вашей жизни, нужно его как бы туда вплести. Понимаете, о чем я? Вплести его в эту паутину вашей жизни. И не нужно запутывать эти отношения еще больше, а именно упорядочить их, сделать их потенциально сильными, хотя бы в вашей голове. Есть такой момент творчества в этой карте, ну, плетение вот этой паутины, да, и просто представьте, что вы ткач судьбы, и ткете ткань своей судьбы или паутину своей судьбы, вплетаете туда нити жизни этого человека. Это должна быть ваша медитация. И примените творческий подход, то есть, ну, как-то нестандартно подойдите к вопросу, устройте необычное свидание или явитесь там, где вы не должны быть, скажите о своих чувствах. Ну, в общем, вам нужно какое-то ваше действие, да, в скором времени. Проявите себя очень неожиданно, необычно, нестандартно, и, скорее всего, отношения продолжатся. Вот. Но, конечно, здесь может быть такое, что
есть вмешательство, да, паук же все-таки. И вам нужно это вмешательство преодолеть, получается, да, то есть есть некий враг, который тоже покушается на человека, которого вы здесь загадали, да, и хочет забрать его себе. И если вы, готовы бороться за него, то и нужно проявить как можно более такой творческий подход и показать себя с новой, светлой, живой стороны, чтобы человек увидел ваши положительные качества. И нужно просто постараться больше медитировать и визуализировать ваше общее будущее. Сложная ситуация здесь все на грани провала, да, однако вы можете еще что-то сделать. Вот просто примените мои советы от этой карты, так скажем, которые идут через мои слова. И у вас может еще все получиться. Такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Live. Всем пока и до новых встреч.